По данным Всемирной организации здравоохранения, причиной 60% всех смертей на Земле является прямым следствием нарушения питания. Это громадная цифра. Около 80% причин смертности приходится на так называемые неинфекционные заболевания. Это сердечно-сосудистые патологии, начинающиеся с атеросклероза и часто завершающиеся инфарктом, инсультом, рак, ожирение и так далее, диабет. Так вот, причиной этих неинфекционных заболеваний, основной причиной неинфекционных заболеваний, опять же, является нарушение питания. Эти цифры наглядно показывают роль питания в поддержании здоровья человека. Одним из компонентов здорового питания является поддержание нормального статуса потребления витаминов и микроэлементов. Дело в том, что дефицит микронутриентов, это витамины и микроэлементы, очень широко распространен в мире. И сейчас по международной терминологии дефицит микронутриентов называют скрытым голодом. От явного голода на Земле страдает около 1 миллиарда людей, а от скрытого голода около 4 миллиардов людей. Дело в том, что вот этот скрытый голод или дефицит витаминов и микроэлементов проходит клинически мало выражен. Нет сейчас явных выраженных симптомов. Это раньше были там авитаминозы, там, цинга, бери-бери и так далее. Сейчас вот таких авитаминозов, когда полностью отсутствует витамин, практически очень редко встречается. А вот гиповитаминозы, они текут скрытно. Но обычно они сопровождаются понижением трудоспособности, вялостью, утомляемостью, частыми простудными заболеваниями. И люди обычно не обращают внимания на это, как-то привыкают, уживаются с ними. Но это неправильно, потому что вот этот вот скрытый голод наносит колоссальный ущерб здоровью человека. Дело в том, что витамины и микроэлементы являются активной частью всех ферментов в организме человека. Если не хватает того или иного витамина или микроэлемента, то страдает вся ферментная система, многие ферментные системы. И нарушается нормальная жизнедеятельность многих органов и систем. Ну, всем хорошо известна анемия. Анемия, к сожалению, у нас широко распространена в регионе, в том числе и в Таджикистане. Одной из основных причин анемии является дефицит железа. Ну, при анемии тоже утомляемость, нарушается доставка кислорода к органам и тканям, но эту сторону многие знают. Но немаловажным является то, что железо входит в состав тысяч наименований ферментов головного мозга, и при дефиците железа страдает умственная деятельность, интеллектуальное развитие, что особенно важно для детей. Хотя на интеллектуальный статус дефицит железа влияет в любом возрасте. Ну, кроме того, анемия является одной из основных причин материнской смертности. Материнская смертность тоже у нас высокая. Причиной основной материнской смертности является кровотечение в родах. Так вот, если беременная женщина имеет анемия, то у нее, к сожалению, больше шансов к неблагоприятному исходу при сильном кровотечении. И борьба с анемией одновременно является профилактикой материнской смертности. Дефицит витамина фолиевой кислоты сам по себе приводит к развитию анемии, так называемой микроцитарной анемии. Кроме того, если во время беременности имеется дефицит фолиевой кислоты, то высок процент рождения детей с врожденной патологией. Это выраженными формами является незаращение позвоночного канала и вплоть до анэнцефалии, то есть отсутствие головного мозга. Более легкими формами является незаращение дужек 1-2 позвонков или нескольких позвонков, которые в последующем при развитии во взрослом состоянии приводят к грыжам спинного мозга, головного мозга. Это достаточно тяжелые тоже заболевания, часто сопровождающиеся инвалидностью. Проблема в том, что дефицит фолиевой кислоты
влияет на врожденное уродство в очень ранние сроки после зачатия, через 20-22 дня после зачатия, то есть тогда, когда беременная может даже не знать, что она забеременела. И поэтому очень важно проводить заблаговременно, до зачатия, профилактику дефицита фолиевой кислоты. Еще важной проблемой является то, что дефицит фолиевой кислоты приводит к накоплению в организме гомоцистеина, который способствует развитию атеросклероза и развитию инфаркта и инсульта, то есть всей сердечно-сосудистой патологии. Такое действие дефицита фолиевой кислоты, в принципе, приравнивается к действию гиперхолестеринемии. Ну, сейчас все знают, что высокое потребление холестерина вредно, а вот то, что дефицит фолиевой кислоты, такое влияние оказывает на развитие сердечно-сосудистой патологии, не все знакомы. Дефицит цинка часто сопровождает дефицит железа, потому что и железо, и цинк плохо усваиваются из всех растительных продуктов. Более-менее легче усваивается из мясных продуктов. Но в нашем регионе население в основном недополучает, основная масса населения недополучает мясные продукты. И одним из признаков дефицита цинка у детей, например, является низкорослость. Кроме того, цинк входит в состав тысяч наименований ферментов и страдает биохимические функции. Цинк активно вмешивается в репродуктивную функцию. При дефиците цинка нарушается синтез сперматозоидов у мужчин. То есть это, как говорится, отрицательно влияет на репродуктивное состояние населения в целом, может оказывать, если дефицит цинка широко распространен. Витамин В12. Так же, как и фолиевая кислота, известна тем, что при дефиците витамина В12 развивается сама по себе анемия, это тоже микроцитарная анемия. Кроме того, нарушается нервная трофика, то есть дефицит витамина В12 оказывает отрицательное влияние на развитие нервной системы. Дефицит витамина В1, В2, В12 влияет на энергообеспечение организма, на усвоение белков, углеводов, жиров. И, естественно, раз скрытый голод широко распространен, то разработаны меры профилактики. Основные имеются 3 стратегии профилактики дефицита микронутриентов. Одна из стратегий это называется стратегия сапплементации, это дача или прием препаратов, витаминов, микроэлементов, мультивитаминно-минеральных комплексов. Эта стратегия дает быстрый эффект, но это дорогая стратегия, и этой стратегией практически невозможно охватить все население. Можно группы риска и так далее. Следующей стратегией является так называемая стратегия пищевой диверсификации, то есть разнообразие питания, то есть улучшить, оздоровить вообще питание населения в целом. Но пищевые привычки населения меняются очень медленно. Если даже на постоянной основе это нужно проводить, просвещать, информировать население о здоровом питании, это дает эффект. Это в любом случае нужно проводить, но это длительный процесс. И следующая стратегия называется стратегия фортификации или обогащения пищевых продуктов витаминами и микроэлементами. Вот одним из примеров обогащения является йодирование соли, которое с советских времен население к этому привыкло. И во всех странах Центральной Азии приняты законы об обязательном йодировании пищевой соли, в том числе и в Таджикистане. Ну, эта стратегия более-менее внедряется, где немного лучше в какой-то стране, где немного хуже. Но, тем не менее, внедряется в целом, можно сказать, успешно. И уже с 2001 года в наших республиках начата стратегия обогащения пшеничной муки рядом микронутриентов, в частности, железом, цинком и 4 витаминами. Витамины В1, В2, никотиновая кислота, фолиевая кислота. Сейчас рекомендуем добавить также витамин В12. Это очень хорошая стратегия, потому что потребляя такую муку,
мы проводим одновременно профилактику. Это очень дешевая стратегия и очень полезная стратегия. Суть заключается в том, что мука обогащается не какими-то посторонними веществами, а теми витаминами, микроэлементами, которые были утеряны в процессе помола. То есть они в природе, в натуральном виде в зерне пшеницы содержатся, но дело в том, что эти вещества, витамины и микроэлементы, оказывается, содержатся в оболочках зерен и в зародыше. А эти участки при получении муки тонкого помола отсеваются. То есть мы хотим белую муку получить, белый хлеб. За это, получается, нужно платить. Эта белая мука может быть вкуснее для кого-то, хотя и обойная мука очень вкусная. Но белая мука по своим пищевым качествам менее ценная, чем, допустим, серый хлеб или черный хлеб. Путем обогащения возвращаем то, что содержалось в натуральном зерне пшеницы. То есть это абсолютно безвредно, наоборот, полезно. То есть эту программу нужно внедрять. И поэтому вот во всех центральноазиатских республиках, к сожалению, за исключением Таджикистана, уже достаточно давно приняты законы об обязательном обогащении пшеничной муки первого и высшего сортов от микронутриентами. И эта программа внедряется во всех республиках. Например, в Туркменистане сейчас 100% муки обогащается. Узбекистан больших успехов достиг. Ну, в Казахстане, Киргизстане успехи немного меньше. Ну, сейчас в Таджикистане разработан проект закона об обязательной фортификации пшеничной муки. И будем надеяться, очень надеемся, что этот закон в Таджикистане будет принят, возможно, уже в текущем году. Тогда и у вас в Таджикистане мука будет обогащаться ценными минералами и микроэлементами.